перепись проводится раз в 10 лет, и с помощью нее получают те данные, которые нельзя получить из других источников. То есть, например, перепись — это чуть ли не единственный способ узнать, сколько людей различных национальностей проживает в какой-то стране. Перепись проводится во многих странах. Вот в России перепись проводилась в 2002-2010 и вот последнем 2020-2021 году, и по ней заметна тенденция, что многих народов России становится меньше. Это не только татары, это касается и финно-угорских, тюркских народов Поволжья, вот, и количество русских тоже уменьшается. Вот, и здесь во многом это объясняется и как естественными процессами, то есть во всех развитых странах, за редкими исключениями, сейчас происходит естественная убыль населения. Вот, к теме первого спикера, то есть люди недостаточно рожают детей, из-за чего население становится меньше. И это, казалось бы, дело каждого, но глобально в статистике это выходит по-настоящему экзистенциальные проблемы не просто для конкретных обществ, а именно для целых народов, для целых государств. То есть, казалось бы, решение каждого человека, сколько детей у него иметь в семье, там 1, 2, 3, это решение каждого, но из-за этого, из-за того, что в среднем в России на одну женщину приходится 1,6 детей, невозможно такая ситуация, чтобы население постоянно росло. То есть население, оно будет уменьшаться. И такая же ситуация, она характерна для развитых стран. Западной Европы, Восточной Европы, Китая, Японии, Южной Кореи. Там везде население уменьшается. Вот. Эта ситуация касается и России, и татар в том числе, но количество татар уменьшается не только из-за того, что умирает больше, чем рождается, а также за счет ассимиляции. Из-за того, что татары теряют свою идентичность, поначалу происходит языковая ассимиляция, когда теряется язык, он перестает использоваться, и люди молодого поколения уже не знают язык. Затем приходит и культурная ассимиляция, когда человек теряет свою идентичность полностью. То есть, когда его спрашивают, кто он по национальности, он либо не даст ответ, либо ответит, что он другой национальности. И тем самым он уже не ощущает себя тотально. Такая участь может ждать очень многих людей, например, наших потомков, то есть наших детей, внуков. Если ничего не будет сделано для того, чтобы противодействовать этой ассимиляции, они уже не будут ощущать себя татарами, не будут знать татарский язык, не будут ничего иметь с общего. И то, что так дорого нам, то, чему нас воспитывали в детстве, все эти песни, традиции, национальная кухня, язык, все это будет утеряно. И люди через 50, через 100 лет, они уже не будут знать этого. Для них это будет что-то из далекого прошлого. Там прабабушки, прапрадедушки чем занимались. То есть вот это большая важная часть нашего общества, наша культура, именно вот татарская культура и культура других народов. Ведь когда теряется идентичность одного народа, теряется идентичность других народов, потому что она становится менее выраженной. То есть если татары потеряют свою идентичность, то потеряется и российская культура, и глобальная культура в целом. То есть станет просто меньше разнообразия в этом мире. Станет меньше музыки, меньше литературы, меньше фильмов, меньше языка. То есть когда все будут разговаривать на одном языке, у всех будет одна культура, не будет того, что будет объединять нас вместе. Вот мы сюда приходим, и нас объединяет тот факт, что мы все как-то относимся к татарской культуре. То есть не обязательно кто-то татарин, но у него есть какая-то хотя бы любовь, привязанность, уважение к татарской культуре. То есть штаб татар, он тебя определяет не только по этническому принципу, а в целом по принципу принадлежности. То есть если человек уважает татарскую культуру и хочет, чтобы она сохранилась, он может сюда прийти и повзаимодействовать, узнать больше о нашей культуре, о нашем языке. Ведь чем больше людей знает о нас, тем богаче и сильнее наша культура. То есть не надо стесняться того, что мы татары. Важно говорить, важно сохранять язык, не забывать его. Важно сохранять традиции, там, кухню. На любом уровне. Даже если ваш внук будет иметь татарское имя, это уже на каком-то уровне сохраняет нашу культуру. Вот. И я просто хочу донести мысль, что тут главная перепись, а именно обращать внимание на те процессы, которые нас окружают, процессы этой ассимиляции, что это на самом деле дело каждого. Нет какого-то рецепта, который может спасти народ. Это должен принять человек сам для себя. Я хочу, чтобы моя культура сохранялась, и я и в старости осознавал принадлежность к этой культуре. Я хочу, чтобы мои дети, мои внуки тоже каким-то образом соответствовали этой культуре. Вот. А что насчет переписи? В прошлый раз, когда мы сели за круглым столом, у меня возник простой вопрос. А насколько же все же достоверны результаты этой переписи? И проверил эти простым вопросом. К кому приходили переписчики? И вот я хочу просто поднять руки те, кому из вас лично дошли переписчики. Вот кому они дошли домой. И тут возникает вопрос, а откуда все же взялись данные по национальности? Их нельзя было взять по косвенным каким-то методам, по каким-то баз данным, потому что, например, ЗАГС
и другие статистические ведомства, они учитывают, что человек существует, что он родился в это время, у него есть такое-то имя, в этом-то месте, но национальность это именно то, для чего проводится перепись отчасти, потому что ее можно знать только спросив человека, а кто-то по национальности. То, как он себя определяет, это, конечно, дело каждого. Он может себя не относить к национальности, может относить себя к любому вообще народу, но в любом случае узнать национальность можно только спросив человека. Неважно там, да человек может не знать татарского, не относить себя к татарской культуре, его могут звать по-русски, но если он называет, что он татарин, значит он татарин. И также с другим национальностью. То есть если человек, там, у него татарская культура, татарское имя, называет себя русским, значит он русский. Вот. И так это работает в переписи. Вот. Но так как вот мы сейчас провели небольшой соцопрос, довольно неплохой выборки, 50 человек. И тогда еще, там были люди пожилого поколения, ну, более старше, чем нас, и там из 50 человек руку поднял один человек, это был переписчик. Вот. И, да, и просто возникает вопрос, откуда все же данные? И, опять же, что еще нам говорит перепись, важно понимать, она говорит о том, что количество татар, оно увеличится в Татарстане, но уменьшается за пределами республики. И опять же, важно оставать, насколько богат наш народ. Например, у нас много субэтносов. Татары проживают, вот остаться татар Татарстан, она ведь в корне неверна, потому что 2/3 татар проживают за пределами Татарстана. То есть мои предки, например, из Мордовии. И на протяжении полутысячелетия они ничего общего с Татарстаном не имели. У нас своя мишарская субэтничность, но мы все равно относимся к татарам. И вот. И это то, что делает наш народ богаче. И неважно, откуда вы, неважно, насколько хорошо вы знаете язык, насколько вы желаете сохранить свою идентичность, но то, что вы относитесь к татарам, к татарской культуре, это главное, что я хочу нанести. И, то есть сам факт переписи не важен, важно именно ваше желание сохранить язык. И, в общем, в завершение хочу сказать, ваше будущее в наших руках, в руках нашего поколения. И каким мир будет в конце этого века, каким мир будет через 200 лет, это то, что можем решить только мы. И поэтому приложите какие-то усилия, чтобы ваша культура, наша культура жила долго и в течение долгого времени. Все, алга без культуры. Как сохраняется татарский язык, да? Вот Марджани говорил, татарский язык сохраняется через религию, через сохранение языка. И в то же самое время, вот как Рустем говорит, через какие-то обычаи, одежду, обряд, уклад. Да? Вот мы, например, собираем деньги. Ну, где-то вот 1500-1700 людей у нас складывается, скидывается, и из них вот человек 200-300 скидывается по 50 рублей, по 100 рублей. Да? И нам это очень ценно, чтобы вот люди с молодости, у них вырабатывалось вот этот вот элемент духовности, благотворительности. Вот. Хоть немного, хоть студенты, может быть, там ограничены в финансах, но они все равно скидываются, и для нас это очень важно. Потом, значит, вот мы каждый раз говорим, принесите к чаю гостинцы. Ну, мы можем сами гостинцы, наверное, эти приобрести, но нам важно, чтобы вы принесли, каждый из вас принес гостинцы, и чтобы на всю жизнь у вас это вырабатывалось, что татары в гости ходят с гостинцем. Понимаете? Вот, поэтому, значит, очень приветствуем гостинцы. Вот, нам всегда говорят, ну зачем этот суп опять, да? Вот, ну надо же как-то фуршет, Европа как-то, но это тоже вот, вы пригласите в гости кого-то, чтобы вы застолье, чтобы вы готовились. Это тоже элемент нашего фольклора, элемент нашего, значит, таких национальных обычаев, укладов, что мы должны встречать, значит, стол накрывать, вот, значит, даже в старые времена, когда они не совсем экономически жили в деревнях, например, да, все равно они последние как-то на стол, как-то у татар это очень гостеприимство, это одно из нашего черты такой, которой мы всегда гордились и гордимся. Вот.
koyunlar yollarda görüp gittin sihirip ey bağıra bağrına sığmursanın ak gülmege sinaklıkta kümelerek gözlerinde sil üzerinde ayını bulup görünür Aysa koyunda aysa sil bayram ezip duran yalnız koyunda kuş kanımın binası dip duran aysa koyunda aysa sil bayram ezip duran yalnız koyunda kuş kanımın binası dip duran Aysa koyunda, aysa sil, bayram etik duran yalnız koyunda kuş kanımın bir anası dip duran aysa koyunda, aysa sil, bayram etik duran yalnız koyunda kuş kanımın bir anası dip duran şımır çeşken diye bir öpem yüreğime uğrar alında Yatlarda yarim Yıraklarda gittik Yanlarına mide sapına Şımmır çeşken diye bir terappensi Yüreğime uğrar alında Yatlarda yarim Yıraklarda gittik Yanlarına mide sapına Oluşlanmışsın, gişerlisin gişer Yok olma kovaynama Zil unutmalısın, merhabetlenirsin Yazmışların bizden orada Aklı yaşlı yazın, kavgısı yürüzün İnsana disket düşürmeyin Yüreğinde kütten, sine haşlı iken Dik aklımda geçirir Yaptı yaşlık yazın, döngüsü yurlasın İnsana disket düşürmeyin Yüreğinde kütten, sine haşlı iken Dik aklımda Üstede yollasına Seyyusun elbeten Yolda şeyleri derdem yok Eşmedim sizsiz yürden Ömrüm şulay uzarmadı Sinegine kötü Yalnızım ister yanında Sıvı aşılar ışık Ömrüm şulay uzarmadı Sinegine kötü Yalnızım ister yanında Sıvı aşılar ışık Her şey salak bu yanda Kurtaran sinirleri Şey sıvırma gidiyor Oyan yuvada gidip Ömrüm şulay yazarma gel Sinegine gidip Yalnızım ister yanında Sıvı aşılar ışık Ömrüm şulay yazarma gel Sinegine gidip Yalnızım ister yanında Sıvı aşılar ışık Esselene basılama Lige şeylik derim Yalnız bulanmadığını Kıyımdığına yer yok Ömrüm şulay yazarma gel Sinegine gidip Yalnızım ister yanında Sıvı acılar ışık Ömrüm şulay uzarma gel Sinegine gidip